что ж, заступаем на очередную вахту. Начинается новая рабочая неделя. Сегодня понедельник, 9 июня 2025 года. В Башкортостане 9 часов утра. Прошли длинные выходные. И, соответственно, так или иначе нужно приступать к работе. В том числе и к такой работе, которая, скажем так, на информационном поле происходит. Ну, а вы, наши постоянные зрители, верные друзья, тоже ведь свою вахту по-своему отбываете. Приходите на эфиры как на работу, опять же, да, и за это вам огромная благодарность. Поэтому жду ваших приветствий, сообщений в чате, как всегда, для того, чтобы делать эту программу более насыщенной, более живой. Первые сообщения на месте, значит, все в порядке, несмотря на все проблемы. Ну что ж, помимо того, что позади выходные, связанные с священным мусульманским праздником Курбан-Байрам, впереди довольно-таки, ну скажем так, насыщенная неделя в плане праздников. Это, конечно, 12 июня, день, который мы когда-то знали как День независимости России, прежде всего. И, знаете ли, я помню время, что уже начинали таки привыкать к этому празднику и к этому названию. Ну, по крайней мере, люди меня окружающие, там, ровесники и так далее. Но, как известно, уже много лет, больше 20 точно, этот праздник не называется Днем независимости, он называется просто Днем России. Вообще утратил всякого рода смыслы общественно-политические, какие-то исторические. Вот. И тем более в таких городах, как Уфа, чаще всего этот день запоминается жителям как День города. И главная сущность этого выходного дня, она вымарывается, знаете ли, на фоне всей этой праздничной суеты. Вот. На фоне последних вообще событий, трехлетний, значит, период мы берем, то тут вообще, конечно же, уже можно отдельно говорить о том, насколько жителям Башкортостана уместно праздновать какие бы то ни было праздники, связанные с Россией. Ну, в общем, много тут всяких разных противоречий накопилось так или иначе. Будем их в течение недели с вами вспоминать, упоминать, что, в общем-то, начали уже делать. Поэтому к чату присоединяйтесь. День независимости России от кого был раньше, Азат спрашивает. Ну вот в том-то и дело, что идея-то была заложена неплохая, что была независимость вот этого нового молодого государства от наднациональных формирований. Формально от Советского Союза на момент распада Советского Союза, а вообще от своей имперскости. Я это так себе представляю. То есть появилась новая Россия, которая вроде как вот в этом смысле, в историческом смысле, решила отойти от собственной же истории, от своей вот этой вот имперской сущности. И это было неплохо задумано. Другое дело, что сказали А, но не сказали Б. То есть, с одной стороны, вроде как объявили о независимости, с другой стороны, решили сохранить преемственность. И после развала Советского Союза именно Россия взвалила на себя статусы всякого рода преемницы Советского Союза. В ООН, там, я не знаю, в военном смысле, в историческом смысле, долги на себя взяла всего Советского Союза. Вот. И потом, в том числе и по поводу Российской империи, также разговоры шли именно с Российской Федерацией. Ну, в итоге, в общем-то, мы понимаем, не получилось никакой независимости. И в этом смысле формально те, кто отменяли этот праздник и переименовывали его где-то, в чем-то оказались правы. Вот. Таким образом, в общем, не получилось ни одного, ни другого, ни третьего, хотелось бы сказать, в результате вот этих вот небольших рассуждений. Ну а сейчас давайте посмотрим новости по итогам воскресенья. В Сумской области Украины в результате российских атак пострадали 6 человек. По данным местных властей, в Роменском районе при атаке дрона ранения получили 5, включая беременную женщину.
Также один человек пострадал в результате атаки дронов и ракет по поселку Эсмань. Еще один раненый в Никополе, Днепропетровской области, где удар пришелся по жилому сектору. 5 человек получили ранения в результате удара украинских дронов по коммерческому объекту в Белгородской области, заявил губернатор Гладков. О жертвах он не сказал, хотя ранее телеграм-каналы сообщили, что при атаке погиб один человек, вероятно, российский военный. Удар был нанесен по территории парковки супермаркета «Пятерочка» в селе Никольское. Российская Минобороны объявила о наступлении на Днепропетровскую область. По утверждению ведомства, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продвигаются на территорию соседнего региона. В Генштабе ВСУ заявили, что эти сведения не соответствуют действительности и боевые действия в Донецкой области продолжаются. Обмен телами погибших между Россией и Украиной намечен на наступающую неделю. Об этом сообщили украинские СМИ, а также подтвердил глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, российскую сторону проинформировали об этом еще во вторник. Представители России второй день подряд говорят о том, что уже доставили тела погибших военных ВСУ в район обмена. Режиссерке Евгении Беркович запретили ставить театральные постановки в колонии. Об этом рассказала группа поддержки политзаключенной. Как утверждается, осужденный за пьесу «Финист. Ясный сокол» в принципе запрещено принимать участие в постановках. Ранее Беркович рассказывала, что поставила в колонии кукольный спектакль, занявший на конкурсе 3-е место. Отец Илона Маска прибыл в Москву для участия в форуме, организованном институтом «Царьград». В интервью одноименному телеканалу 79-летний Маск рассказал, что его пригласили очень интересные личности, чтобы поговорить о будущем. На сайте мероприятия отец миллиардера указан в качестве спикера вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым и основателем «Царьграда» Константином Малафеевым. Глава Минобороны Израиля пообещал не допустить судно с пропалестинской активисткой Гретой Тунберг к берегам сектора Газа. По словам Катца, Цахал уже получила соответствующие инструкции. Как пишет Иерусалим-Пост, судно «Мадлен» с активисткой и гуманитарной помощью на борту должно прибыть к побережью Газы в течение 48 часов. Вот такие новости мы получали в воскресенье по итогам этого дня. Ну что ж, тут, как говорится, от некоторых и волосы дыбом. Ну, например, по поводу отца своеобразного очень миллиардера Илона Маска, который прибывает или уже прибыл в Москву поучаствовать в мероприятиях Царьграда. Ну, просто не укладывается, конечно же, в голове такого рода информация. Вот. Ну, а что касается обмена телами погибших, тут первое, что приходит на ум, вот нам, по крайней мере, да, из Башкортостана, и нам, собственно, кто ведет медиапроект «Аспекты Башкортостан», это то, что количество некрологов резко станет больше. Скорее всего, в результате обмена большое количество тел, которые считались ранее пропавшими без вести, например, окажутся в сводках, и таким образом мы получим резкое увеличение числа погибших выходцев из Башкортостана, которых, как известно, и так, как было, так и остается рекордное количество по сравнению со всеми регионами Российской Федерации. Вот. Илон Маск подрался с министром финансов США, пишет нам Тау Кита. Азат сообщает, что было очень весело на улицах Испании. Столько людей смотрели футбол, весь город на ушах. Как я понимаю, Испания встречалась с Португалией. Правда, чем это закончилось, я не в курсе. Испания, видимо, победила, да? Раз страна и город были на ушах. Так. Теодор Чеширскуймяу. Каких только нет у вас, друзья, комментариев. Ой, ников. Так, вижу, тут вы между собой уже общаетесь. Ну окей, окей. Ладно, как говорится, давайте перейдем к
нашим новостям. У нас не то чтобы было много событий в минувшие выходные, но есть кое-что важное по итогам минувшей недели. Ну, во-первых, поскольку июнь на дворе, это значит, что скоро ожидается так называемый международный, так называемый экономический форум в Петербурге. И в рамках этого форума, там, конечно же, как всегда, большая делегация из Башкортостана, и в том числе будет работать ресторан башкирской кухни. Об этом почему-то отдельно решили сообщить в издании «Коммерсант». С 18 по 21 июня, собственно, будет форум, и между павильонами F и G будет работать этот самый ресторан башкирской кухни, в котором рассчитано 240 посадочных мест. Визитной карточкой является шоу-блюдо знакомства с башкирской кухней, созданное уфимским шефом Айдаром Ханнановым. Кроме того, в меню томленная конина с пшеницей и белыми грибами, гусь с гарниром губадья, сырники из красного творога с малиной, блины с икрой и каша с ягодами. Интересно, некоторые из блюд, конечно, вызывают аппетит, но вроде как к башкирской кухне вовсе не относятся. Ну что ж, ладно, как говорится, удивлять гостей этого форума становится все сложнее, бюджеты там огромные исторически сложились, для того, чтобы просто попасть, нужно платить серьезные деньги, и мы наслышаны в предыдущие годы по поводу стоимости питания во всякого рода ресторанчиках. Я думаю, что и в ресторане башкирской кухни цены также будут соответствовать общему уровню. Так, ну а главное из экономических новостей, это не только про экономику, но и про политику, это то, что правительство России продало акции башкирской содовой компании Росхиму. Речь идет о 57,43%, прошу прощения, о 57,43% акций башкирской содовой компании, которые до сих пор находились в федеральной собственности. Давайте посмотрим подробности. По заверениям холдинга Росхим, 11,7% уставного капитала останутся в доверительном управлении Башкортостана, второго акционера компании, который владеет объемом акций в 38,4%. Таким образом, республика, как минимум формально, продолжит контролировать 50,1% акций компании. Дальше «Коммерсант» напоминает, что БСК в нынешнем виде была национализирована в 2021 году. Федеральное правительство тогда получило около 57,5% акций и передало 45,7% в доверительное управление в акционерное общество «Русский водород». Так тогда назывался холдинг Росхим. В марте 2025 года указом президента России была компания БСК исключена из перечня стратегических предприятий. Кроме того, было прекращено доверительное управление акциями федеральной собственности. В 2024 году выручка башкирской содовой компании составила 61 миллиард рублей, а чистая прибыль 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Вот такие данные мы имеем на сегодняшний день. Но главное, что мы можем из этого почерпнуть, действительно произошло то, о чем мы с вами предсказывали здесь. Ну а первым заговорил опальный, ныне бывший соратник Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов, который, скажем так, основную часть репутационных издержек получил как раз-таки на фоне защиты Куштау народом Башкортостана летом 2020 года. Именно на фоне противостояния на Куштау Мурзагулов, ныне иностранный агент и злостный преступник, разыскиваемый федеральными властями, именно на этом фоне он, скажем так, позволил себе целый ряд очень грубых высказываний в адрес в целом защитников Куштау, в адрес активистов, поддерживающих на тот момент живого политика Алексея Навального. В общем, и сейчас, когда критикуют Мурзагулова, многие из
антикремлевской оппозиции, они вспоминают ему именно те события. И это действительно, скажем так, объективная критика. Здесь нельзя не смотреть правде в глаза. Это с одной стороны. С другой стороны, он буквально по горячим следам начал говорить о том, что возможно, ну, правда, он это слово не использует, это я уже добавляю от себя, он стал утверждать буквально, что люди оказались участниками одной большой игры по переделу собственности. И даже если, опять-таки, формально или временно Шихан Куштау удалось отстоять, это не значит, что это произошло навсегда, начал утверждать он. Вы еще посмотрите, как акции этой компании перейдут в руки путинских дружков по фамилии Ротенберги, говорил он. И сегодня мы видим, что это произошло де-факто, де-юре, как угодно. Значит ли это, что он был прав во всех остальных вопросах? Это, скажем так, на данный момент история открытая. Поживем – увидим. Но факт остается фактом, что сырьевая проблема башкирской содовой компании как не была решена в 2020 году, так и не решена до сих пор. Не за горами 2027 год, когда по прогнозам самих БСКшников, которые они озвучивали в 2020 году, у них полностью будет исчерпано сырье месторождения Шахтау. Это остатки. Хотя уже какие остатки? Это котлован на месте Шихана Шахтау, который разрабатывался с 1950-х годов. Так вот, сырьевая проблема есть. Сырье заканчивается. Владельцами компании являются путинские дружки. Будут ли эти люди спрашивать мнение жителей Башкортостана, когда они в очередной раз захотят решить сырьевую проблему? И, например, позарятся на тот же самый Куштау, аргументируя это тем, что за пройденные годы, за 5, а то и больше уже лет будет, да, мы не смогли ничего подходящего найти, никаких вариантов нам правительство Башкортостана не предложило, поэтому мы вынужденно идем на то, чтобы вернуться к изначальным планам. Как вам такой сценарий? Ну, я, разумеется, сейчас не жду на этот, скорее, риторический вопрос ответов. Мы прекрасно понимаем, что никакие варианты с разработкой Шиханов нас не устраивают. Добавлю, на уровне слухов есть информация, что некая геологоразведка по поводу известняка идет в районе села Абзаново в Архангельском районе. Село Абзаново, я напомню, это село на берегу реки Инзер, скажем так, первое село, где начинается живописное побережье Инзера, если ехать по трассе Уфа, Кармаскалы, Белорецк и так далее. То есть это 100 километров от Уфы, Абзановский водопад, в общем, всем известные достопримечательности. И вообще это место очень широко облюбовано туристами. И местные жители на туристов в том числе стали жаловаться в последние годы. Но тут вопрос вообще более серьезный. Якобы те скальные породы, которые есть в этих местах, они также составлены преимущественно из известняка, и якобы это может удовлетворить запросы каких-то пользователей. Каких именно, вот эти слухи не указывают. Но есть все основания полагать, что это может быть частью попытки решения сырьевой проблемы башкирской содовой компании. Пока не могу подтвердить, опровергнуть, делюсь лишь слухами, поэтому осторожно, на всякий случай напоминаю, что информация не подтверждена. Но вместе с тем, опять-таки, вернусь к тому, о чем говорил выше, сырьевая проблема БСК не решена до сих пор. Соответствующие выводы делать надо нам вместе и, в общем-то, держать руку на пульсе. Поэтому, если вдруг эта тема вновь всколыхнется и выйдет на первый план, то и события на Корректетау покажутся нам цветочками. Хотя, опять-таки, важность и значимость этих событий никто не умаляет. Мы должны быть здесь предельно внимательными. Так. Хотел посмотреть на ваши комментарии, но вижу, что
Тут у вас больше свой диалог, хотя не у всех, да? Так. Доброго утра желает Вадим Беляков. Вадим, привет, давно не виделись. Розалия благодарит за эфир. Так, врут они с выручкой по поводу БСК, видимо, пишут в Гугле. Надо считать по объему отгруженной продукции и биржевым ценам. Так, ну вот, ладно. В общем, по поводу БСК, надеюсь, вам понятно, да, что ситуация совершенно не та, какой она хотелось бы, чтобы была, да, начиная с 2020 года. Немножечко, ну, относительного, что ли, позитива и обнадеживающей информации, хотя обольщаться не стоит. Оренбургский областной суд в апелляции снизил сроки лишения свободы нескольким фигурантам баймакского дела. Значит, речь идет про 5 осужденных 26 февраля 2025 года. Тогда решение выносил судья Ленинского райсуда Орска Алексей Алексеев. По его версии, Айтуган Абдуллин, Денис Игбаев, Мурат Бикбулатов, Эльмир Рыскулов и Айбулат Нигаматов виновны, соответственно, в участии в массовых беспорядках. И они получили 5 лет лишения свободы колонии общего режима каждый. Это решение, ну, опять-таки, по законам жанра, было обжаловано в Оренбургском областном суде. Так вот, по данным родственников Айбулата Нигаматова, апелляционная инстанция снизила срок заключения ему, а также Эльмиру Рыскулову и Мурату Бикбулатову до 4 лет 9 месяцев каждому. Ну, то есть скостили по 3 месяца. Однако в карточке дела на сайте облсуда указано, что в отношении Нигаматова судебный акт оставлен без изменения. При этом родственники Нигаматова заявили, что это, наверное, ошибка и что они сами были на судебном заседании. При этом сроки лишения свободы Айтугану Абдуллину и Денису Икбаеву остались без изменений. Тут противоречий никаких нет. Решение Оренбургского облсуда второе по счету, которым был смягчен приговор некоторым ранее осужденным узникам баймакского дела. 6 мая Верховный суд Удмуртии сократил сроки лишения свободы другим фигурантам баймакского дела: Ильнару Асылгужину, Айгизу Ишмурзину, Рафилу Утябаеву, Фануру Хажану и Фангизу Шарифгалееву. Значит, они были осуждены к срокам от 5,5 до 6 лет. И даже трое из них получили 8,5 лет. Помните, мы этот приговор обсуждали как наиболее суровый. И вот эти 8,5 сократили и привели, скажем, к общему знаменателю, а именно около 5 лет лишения свободы, как уже заведено в этом во всем баймакском деле. Таким образом, опять-таки, мы не говорим ни в коем случае о кардинальной смене позиции государства по отношению к баймакским узникам. Нет, это все формальные уточнения, приведение к общему знаменателю, опять-таки небольшие корректировки, штрихи, но не более того. То есть о смене генеральной линии партии речь не идет, поэтому особо обольщаться в результате такого рода новости, конечно же, не стоит. Так. Ильдар Хабиров нам напоминает про Дюртюлинский район, где разрушенные районные дороги при строительстве дороги М12 начали восстанавливать. Я вчера спросил дорожников, откуда вы, ребята? Они сказали, с Новосибирской области, город Татарск, пишет нам Ильдар. Да, интересно. Ну, на месте у нас, видимо, не осталось дорожников, которые могут заниматься работами. Да. Далее.
Мы упоминали сегодня с вами предстоящий или, может быть, даже уже начавшийся большой обмен погибшими между Россией и Украиной. Предположили, что это может резко увеличить статистику по погибшим из Башкортостана. Но тем временем, знаете ли, любая война – это десятки, сотни, тысячи историй, часто индивидуальных историй. Некоторые из них друг на друга похожи, некоторые кардинально отличаются. И когда мы с вами здесь плюс-минус одинаково высказываем свое отношение ко всем, там, я не знаю, военнослужащим, мы на самом деле, конечно же, сильно утрируем, скажем, да, и ошибаемся. Дело в том, что историй индивидуальных много. Иногда, хотя, может быть, кто-то скажет часто, даже те, кто добровольно туда отправляются и поначалу, не особо думая, подписывают контракт, в процессе принимают другие решения. Ну, скажем так, передумывают и всяческими правдами и неправдами скрываются. В поле зрения журналистов попала история уфимца Антона Ширшина, который действительно отправился, подписал контракт, правда, недолго воевал, и оказался в соответствующих местах, в подвалах пыточных, где ему выдрали, как он, собственно, признается и показывает, почти все зубы. И в конце концов он все-таки оказался, к счастью, на свободе. Ему повезло чуть больше, чем некоторым другим его сослуживцам, так скажем. А все дело в чем? В сентябре 2023 года Ширшин возвращался вечером домой на своей «Ладе Гранта» и, не справившись с управлением, врезался в припаркованный автомобиль, в котором никого не было, кстати говоря. В шоке от случившегося он скрылся с места аварии, а машину припарковал у своего дома. Ну, может быть, был не трезв даже, кто его знает. Тут уж история умалчивает. Полиция его нашла через 1,5 недели. За оставление места ДТП без жертв полагается административная статья, но полицейские сказали ему, что против него возбудят уголовное дело и предложили альтернативу. Какую именно, вы сами понимаете. В результате он все-таки добровольно, получается, подписал этот самый контракт. Но не просто так, а под давлением. И это случилось, опять-таки, в историческом таком масштабе недавно, всего лишь осенью 2023 года. В армии он не служил и 10 лет стоял на учете у психиатра с диагнозом расстройства личности. В его военном билете было написано «негоден». В военкомате в Москве, где он показал все выписки, ему сказали, что все нормально. Ходишь – годен. После медкомиссии Антон подписал контракт и домой уже не вернулся. На сборном пункте в Москве провел, а на утро вместе с другими контрактниками отправили на автобусе в Ростов. Неделя учебки, во время которой Ширшину, ни разу не державшему в руках оружие, дали 2 раза пострелять по одному автоматному рожку. А дальше отправили за 0, так называемый, на передовую. Дальше он занимался тем, что был эвакуаторщиком, поскольку боевого опыта нет, психикой вроде как проблемы, о чем, видимо, командование так или иначе узнало, и решили оружие не доверять, а доверить ночную эвакуацию раненых и погибших с поля боя. Подробно тут он об этом рассказывает, как это все ужасно, дико и просто уму непостижимо, что зачастую в процессе эвакуации гибли многие сослуживцы, и приходилось их бросать буквально, и спасать только носилки, потому что носилки – это важно, их нечем заменить. А, как говорится, покойники, они завтра новые будут. Так или иначе, рассказывает он о том, как много среди военнослужащих тех, кто желает покинуть эти места, для чего занимаются члены вредительством, самострелы так называемые. В общем, прыгают по гранатам, так называемым лепесткам. Кому-то удается добиться своего, кто-то в итоге просто страдает, но их за это ловят, скажем так, и наказывают, отправляют на подвал так называемый. Давайте так, подробности я рассказывать не буду. Скажу, что
история на данный момент выглядит более или менее благополучной, потому что в конце концов ему удалось вырваться из пут и оказаться в Германии, где-то здесь, где он ждет решения о предоставлении политического, видимо, убежища. Вот. Но этот процесс долгий, и пока еще конца этого процесса не видно. Много ли таких у нас ребят, кто готов идти вот на такие шаги и способен, скажем так, в процессе передумать? К сожалению, как показывает опыт, их не так много. Но кто-то скажет, с другой стороны, нет, их десятки, сотни, поэтому много. Поэтому есть по поводу чего можно обнадеживаться. Позовите его в эфир, пишет нам Азат. К сожалению, никаких контактов у меня нет. Но поинтересоваться, попытаться, да, я думаю, можно. Через коллег, которые это все описали. Любопытно, да, было бы пообщаться. Как он права получил, пишет Раиса. Да, действительно, контактов у меня нет. Ну, поинтересоваться. Автоматы. Как вы думаете, где начнут стрелять эти автоматы? Ну, вы сами понимаете, вопрос риторический. Вообще и эти, и многие другие, и автоматы, и всякого рода виды оружия, они могут очень легко действительно переориентироваться на другие территории, на другие цели. И я не вижу причин, которые могут этому помешать. Причем даже не обязательно для этого должно все закончиться там. Это может начать действовать уже сейчас, не дожидаясь окончания. Так, дальше. К другим новостям, менее, может быть, важным, как обычно, короче говоря. Текущие бытовые истории. У нас, если вы помните, в Уфе с 2022 года реконструируется старый Бельский мост. Как я уже говорил, при мне еще начинали делать, я сам там даже репортаж снимал с того, как все эти работы начинались. Так вот, работы идут, но открытие моста отложено на год. А стоимость реконструкции выросла на 689 миллионов рублей. Значит, в этом году, если вы помните, его должны были сдать окончательно. Значит, кадры монтажа, присланные уфимцам в редакцию телеканала ЮТВ, показывают, как поднимают и устанавливают стальные элементы арки. Той самой арки, которая была историческая, я имею в виду, разобрана, а вместо нее сооружена новая, с нуля придуманная. Значит, в итоге в 2024 году подрядчик заявил о непредвиденных проблемах. Начальник управления строительства Уфы Константин Паппи озвучил возникшие сложности, после чего подрядчик подал иск в арбитражный суд с требованием увеличить финансирование на 16,5%. Переговоры с подрядчиком длились, введя программу на канале «Живой гвоздь». Здесь живут люди. Я услышал от одного эксперта, что проблема с Уфимским мостом не только и не столько с деньгами, а как раз-таки с его исторической ценностью и с тем, что изначально эти вопросы не продумали, не распланировали, и уже в процессе работ столкнулись с тем, что оказывается, что-то там делать нельзя, снимать нельзя, арку демонтировать нельзя, новую ставить нельзя и так далее, и так далее. То есть все это дело заранее вообще не продумали, еще раз повторюсь, а в процессе только лишь обратили на это внимание. Вот в башкортостанских СМИ об этом, по-моему, нигде не писали. Поэтому я сообщаю то, что слышал своими, как говорится, ушами от федерального эксперта, которому склонен доверять. Так, у нас проблема с трансляцией была, судя по всему. Долго ли она была? Ну вот, к сожалению, ты не понимаешь никогда, почему. Друзья, это я не вам. И вижу, что проблема снова есть. Ладно, еще пара новостей у нас остается.
Так, вот вы упоминаете, что что в Вильнюсе бадминтонный турнир прошел в поддержку политзекам. Да, действительно, провели его представители запрещенных террористических организаций, сами иностранные агенты и так далее. Ну что ж, молодцы действительно, да, что помнят о политзеках. Вы говорите, что упоминали они наших, Айрата, Фаиля, Ольгу. Ну, единственное, как Айрату и Фаилю это поможет? Никак, мне кажется. Там никаких судебных процессов нет, и, в общем, оба ждут окончания срока, поэтому, как говорится, их лучше лишний раз не трогать. Но Ольга, да, конечно, она сейчас в процессе суда, но при этом у нее защитники есть, и они замечательные. Вот. Ну, хочется верить, что эти деньги действительно дойдут до адресатов и где-то хоть к какому-то результату приведут. Или к улучшению позиций, я не знаю, или к каким-то смягчениям и так далее, и так далее. Так. Тут начали спорить сразу же вокруг ФБК. Ай-яй-яй. Ну, давайте я не буду к этому спору присоединяться. Вот. Единственное, отвечу пользователю ИБ по поводу Бабченко. Ну, это, мне кажется, не тот человек, которому стоило бы доверять, даже если его позиция кажется правильной с точки зрения конкретно ФБК. Ну, это мое субъективное мнение. Ладно. В Башкортостане человек утонул, получив электрический удар. Помните об осторожности, дорогие друзья, в жаркую погоду. Значит, в Благовещенском районе на озере Баженское, близ деревни Устюговский, очевидец вытащил на берег утонувшего 71-летнего пенсионера. В Илишевском районе произошел странный случай. По информации МЧС, двое жителей деревни Кызыл-Байрак плавали на лодке в местном пруду. Один из них, 31-летний, задел электрический провод и упал в воду. Его приятель прыгнул за ним, но достал его уже мертвым. В общем, трагические случайности происходят сплошь и рядом. Будьте, друзья, внимательны. Далее. Вот мы говорим тут с вами постоянно, что холодильник у нас никак не побеждает телевизор, да, люди у нас подвержены пропаганде, потому что с холодильником все в порядке. И пока будет все в порядке, надеяться на перемены нельзя. Это с одной стороны. С другой стороны, совершенно удивительные вещи происходят иногда у нас с людьми, и диву даешься, пытаясь проанализировать, а что это было. В конце мая в Мелеузе возникли большие очереди на масло, сливочное масло, из местного молочно-консервного комбината. В одной из этих очередей между горожанами произошла давка. Это засняли сами местные жители. На записи видно, как десятки людей собрались в одном месте, чтобы купить масло. Ситуация была настолько напряженной, что мужчины даже устроили потасовку. Местная жительница сообщила телеканалу ЮТВ о том, что очереди возникают, потому что люди уверены, что майское масло намного лучше и вкуснее немайского масла. По ее словам, ажиотаж также вызывает и то, что это масло больше нигде нельзя купить. При заводе есть магазинчик, там масло продают. Его продают в маленьком количестве. Там всегда очередь. Но вообще есть еще слух, что майское масло самое хорошее. Как заявил телеканалу юрист комбината Петр Саверьев, масло, выработанное в мае, ничем не отличается от январского. По его словам, это попутный продукт на производстве, так как основная задача предприятия – выработка сухого молока. Спрос делаем в тех объемах, в которых мы можем это делать. Масло за границу, кстати, не поставляют. Из года в год жители почему-то думают, что майское масло лучше. Ну, наверное, когда корову пасли еще на полях, лугах, тогда да, разница была. Оно желтее было, потому что травой питались. А сейчас кто держит коров на выгуле? Сообщил представитель предприятия. Ну, то есть он подтверждает, что, в общем-то, это то же самое масло. Удивительно. То есть люди во многом, да, у нас подвержены всякого рода непроверенной информации. Они с удовольствием ее принимают, доверяют.
И это все вот из того разряда, что зачастую готовы всяким эзотерическим теориям верить, всяким гадалкам, всякого рода шарлатанам, надо сказать, вещи, да, назвать их своими именами. И чего ждать от этих людей? Как можно ждать от них подхода здравомыслящего к другим вопросам? К сожалению, не особо приходится. К большому сожалению. Явно Башкорт пишет: бывал там в Мелюзе, там действительно очень вкусная продукция у молочного комбината, по качеству выше всех в республике. Помню молочку, как минимум, да, она была. Но вот, кстати, ну значит ли это, что надо драться в очереди за маслом майским? Это, конечно, вопрос. Сейчас большинство масла из китайского сухого молока. Ну и главный прогноз от eBay: потом будут кашпировские. Да, знаете, если сейчас пустить Кашпировского или аналогичного на федеральные каналы, ровно то же самое будет, как в 1989 году. Также вся эта толпа пойдет, как говорится, следить за этим. Ничего не изменилось, есть только, может быть, изменения в худшую сторону. Тогда хотя бы страна действительно была, читающей. Да, не всегда чтение на пользу идет, я прекрасно понимаю. Иногда чтение, наоборот, приводит людей вот к этим всем конспирологическим теориям заговора, потому что, знаете ли, написано бывает разное. Вот. Но хочется верить, что все-таки надо действовать. Текущие новости в аспектах, как всегда, находите в Телеграм-канале и в других наших соцсетях. Подписывайтесь на заблокированный в России Инстаграм, на частично заблокированный ТикТок. Эти аккаунты у нас продолжают работать. И развиваться, самое главное, продолжают. Тут про Китай кто-то спрашивает. Ничего, к сожалению, про это сказать не могу. Поинтересуюсь и в следующий раз поговорим. Давайте. Все, заканчиваем на этом окончательно. Спасибо. Спасибо всем, друзья. Увидимся с вами завтра. Будьте здоровы и пока.